Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые братья, в прошлом уроке мы рассказали про Абу Джахля. Абу Джахль – это враг Аллаха и враг пророка, алейхиссалату вассалам, и враг ислама. Когда мы рассказываем про врагов пророка, саллаллаху алейхи вассалам, мы должны слушать внимательно. И у нас внутри должен какие-то чувства печали появиться. Если нам не больно от этого и не печально, значит мы не любим пророка, алейхиссалату вассалам, как положено. Если я буду рассказывать, допустим, про твоего отца, ты внимательно слушаешь, кто же издевался над моим отцом. И тебе это обидно будет и больно будет, потому что ты любишь отца. Эти моменты вспоминать. Вот так, если у нас такие чувства нету, значит у нас слабость имана есть. Это надо укрепить, чтобы у нас иман сильнее был. И один из них, Абу Лахаб, это дядя пророка, алейхиссалату вассалам. Он самый из сильнейших врагов был, который пророк, саллаллаху алейхи вассалам, мучение его намного сильнее было, чем других. Потому что он и заодно близкий человек. И он был соседом пророка, алейхиссалату вассалам. Он всегда мусор бросал перед дверью пророка, алейхиссалату вассалам. Когда и выходил пророк, алейхиссалату вассалам, когда видел мусор перед дверью, он говорил: «Я бани Абду-Мунаф». О сыновья Абду-Мунафа. Он своих дедов вспоминает. Дядя не говорит, что ты делаешь. Он обращается, вот у нас отец один. Сыновья Абду-Мунафа. Айю дживарин хаза. Какая же это соседство? Вот. Больше даже ничего не добавлял. Где уважение соседу, где почтение соседа? В этом смысле. وَكَانَتْ تُشَارِكُهُ فِي قَبِيهِ عَمَلِهِ زَوْجُهُ. Также ему помогала его жена Умму Джамиль бинт Харб. Она всегда насмехалась над пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и она сплетничала много. И особенно, когда про них было неспослано «Таббат яда Аби Лахаб», вот эта короткая сура, она еще больше начала от злости, про них было неспослано аят, начала еще вот издеваться больше над пророком, алейхиссалату вассалам. Ваминаль мустахзиин. Еще из издевателей, которые сами вредные для пророка, алейхиссалату вассалам, приносили Укба бин Аби Муайт. Его имя Укба, сын Аби Муайта. Он тоже был соседом, как Аби Лахаб. Ничем не оставался от Аби Лахаба. Тоже мучил пророка, алейхиссалам. Однажды этот сосед приготовил еду и позвал всех, больших людей, курайшитов, господин и авторитетных. И среди них был пророк, алейхиссалату вассалам, как сосед, зашел к соседу, при званых гостей он тоже был. И пророк, алейхиссалату вассалам, здесь сказал ему: «Валлахи, клянусь Аллахом, ла акулу таамака, я не съем твою еду», говорит. Видите, иногда как пророк, алейхиссалам, жесткий. Говорит: «Я не съем твою еду, хатта ту'мина билля, пока ты не уверуешь в Аллаха». Говорит. Это самому врагу говорит прямо. Этот Укба в этот момент фаташахада, засвидетельствовал, иман шахадат произносил перед всеми. Абаляга далика, этот хабар дошло до Убай бин Халиф. Это Убай бин Халиф был другом Укбата, близкий друг был. Он говорит Укбату, говорит: «Машай балагани анка», что мне дошло про тебя, говорит. Укба говорит: «Ничего, все нормально», говорит. Лаша, ничего, что-то здесь удивительного. Дахаля манзили, ко мне домой зашел, говорит, раджулун шариф, почтенный человек зашел ко мне домой. Фааба, он отказался съесть мою еду, кушать еду, пока я не посвидетельствую иман шахадат.
не скажу. И я фастахьяйту, я постеснялся, говорит, что ко мне домой кто-то зашел и не поел, вышел. Мы же говорили, арабов такой щедрый нрав, чтобы сосед не вышел из дома, пока не покушает. Я чисто для этого, машадат, для формальности. Тогда, видите, тот враг, как мы говорим, есть шайтаны и инсы, и человеческие шайтаны тоже бывают. Это говорит ему Убай, ваджхи мин ваджхика харамун, мое лицо, твое лицо харам, говорит. Вот мы с тобой больше никогда, то есть не увидимся. Пока ты не сделаешь, не увидишь Мухаммада, или не наступишь ногой над его шеей, и не плюнешь ему лицо, и не дашь ему глаз, говорит. Мы больше с тобой не будем, говорит, дружить. Просто так это слово не пройдет. Раз сказал, покажи, докажи, что ты просто так сказал. Фаламма раа, поистине тогда вот Ухба, когда увидел пророка, алейхиссалату вассалам, он все, что ему поручал Абу ибн Хальф, он сделал, говорит. Тогда была неспослана аят «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا». Тот день, говорит, Аллах Та'ala, судный день, рассказывает, притеснитель, он будет кусать свои руки, говорит, и скажет, говорит, о горе мне, последовал бы я за пророком, алейхиссалату вассалам. «Я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халила». И он скажет, говорит, о горе, не дружил бы я с этим человеком. Говорит. Вот так судный день, кто с кем будет дружить, и он поведет его плохой путь, все будут говорить. Но это аят было неспослано про кого? Про Ухба бин Аби Муайд, сосед пророка. И он дальше, Аллах продолжает, что он будет говорить в судный день. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Он заблудил, говорит, от истины пути меня после того, как я стал мусульманином. Он шахадат читал как-нибудь. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Это шайтан всегда над человеком вот так играется и унижит, как в конце. Унижит. وَمِنْ أَشَدِّ, самое плохое, что этот несчастливчик сделал над пророком, саллаллаху алейхи вассалям, сказывает Бухари в своем достойном книге. Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, совершал намаз в Каабе. Этот Ухба бин Аби Муайд направился к нему и взял свою одежду и начал душить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сильно душил. Чуть ли пророк, алейхиссалату вассалам, не умер, говорит. Фаахбаль Абу Бакр, и увидел Абу Бакр, и направился этому Ухбату, взял его за шею, пока и оттолкнул от пророка, алейхиссалату вассалам. И здесь говорит слова Абу Бакра, Аллах нам говорит то, что Абу Бакр сказал. «Атахтулуна раджулян ан якуля рабби Аллах». Вы разве убиваете человека, который говорит «Аллах мой Господин», мой Бог, это что Аллах? За что его убиваете? «Вакад джаакум билбайинати мир раббикум». Он же не просто так, это от себя же не говорит. Все он от Аллаха с доказательством вам пришел. Как можно такого человека убивать? Вот так Абу Бакр защитил. Также из самых вредных людей для пророка был Аль-Ас бин Ваиль. Это Аль-Ас, отец Амр ибн Аль-Ас, сподвижника Амр ибн Аль-Ас. Его сын один из тех, который был обрадован раем. Если 10 человек, есть пророк, алейхиссалам, их в жизни обрадовал, что вы будете рай. Одного из них это отец Ас. Отец какой? Сын какой? Он говорит, «Гарра Мухаммадун асхабаху». Мухаммад обманул своих сподвижников, говорил. Он говорит им, «Ан юхью ба'даль маут», что они будут воскрешены после смерти, говорит. Валлахи, он клялся, этот человек, «Ма юхликуна илля дар». Нас не умертвит, кроме как время. Время пройдет, и все мы умрем, и больше после этого ничего не будет. Вот так он говорит. И Аллах в ответ ему было неспосланы это аяты. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Они говорят, что эта жизнь только одна жизнь. Умираем и живем. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. И нас не губит, не уничтожит, кроме как время, говорит. Аллах иногда вот говорит эти слова, как именно как они говорят,
что все знали, это было неспособно про него. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Аллах говорит, нет у них про это знания, говорит, что откуда он знает, что будет после смерти. Они так думают, говорит. Также следующий враг, вот это Ас про него, то есть он был должен Хаббабу, сподвижнику, одному сподвижнику, он был должен деньги. Этот Хаббаб, когда у него просил, верни мои деньги, он Хаббабу говорит, алейса яз'ам Мухаммадун, разве не утверждает ваш Мухаммад, что в раю есть золото, серебро, одежда, все есть, и служанки. Кала Хаббаб, это Хаббаб сказал, да, пророк, алейхиссалам, так говорит, что в раю все есть. Тогда это Ас ему говорит, тогда оставь, говорит, то, что я тебе должен, в судный день Аллах мне имущество даст, и детей даст, я тогда тебе верну твои деньги, говорит, в раю. И Аллах не спасал аят, ему ответ, «Афараайта аллади кафара биаятина». Пророк говорит, ты видишь, говорит, того человека, который не верит в наши аяты, знамения. وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. И он говорит, что Аллах ему даст имущество и детей. أَطَّلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Аллах говорит, он видит то, что им скрыто, говорит, что судный день будет. Или он с Аллахом, у него договор есть, говорит, что Аллах ему это все даст. Калла. Аллах говорит, нет, говорит, ни в коем случае и никогда не будет то, что он говорит. Санактубу ма якулу анамудду лаху минал адаби мадда. То, что он говорит, все мы, ангелы, все написали, и ему долгие мучительные наказания будет. Ванарисуху ма якулу ва ятина фарда. Он за свои слова ответит, и он придет один, говорит. Никто ему не будет помощником здесь. Еще один момент. Мин бани Захра. Асвад бин Абду Ягуз. Он был родственником пророка, алейхиссалам, со стороны матери. Когда он видел сподвижника пророка, алейхиссалам, вот идут сподвижники, он говорил, посмотрите, вот цари, правители земли пришли, издеваясь над ним, потому что асхаби были одеты очень слабо, вот. Их одежды рваные, их жизнь очень сложная была. И вот так они издевались, когда мимо даже проходили. И говорили даже пророку, алейхиссалам, «Ама куллим тальяума минас сама». Сегодня тебе не говорили с небес, так издеваясь, говорили. И также Асвад бин Мутталиб, двоюродный брат Хадиджи, радiyallahu анха, это жены пророка, алейхиссалам, он и его группа, когда мусульмане проходили мимо них, они подмигивали глазами вот так, унижая, вот смотрели на них. Вот про них тоже было неспособно вот это следующее аяты. «Инналладина аджраму кану миналладина аману ядхакун». Грешники, говорят, эти, они когда видят верующих людей, они смеются, говорят. «Ваида марру бихим ятагамазун». Когда возле них проходит мимо них, они глазами подмигивают, говорят. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ. Когда эти люди, говорят, сами, которые издеваются, возвращаются к своим семьям, как будто очень довольные, большое дело делали, вот так возвращались. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Когда они видели, они говорили, говорят, вот эти заблудшие люди. Но Аллах говорит, вот эти слова, все, что они говорили, будет перед ними судный день, и за все они ответят. Право, слева, что было, и перед ним ад. Да, убережет нас всех Аллах от ада. Вот мы видим, не просто так до нас дошло ислам, не просто в лекции вот так просто читали. Это каждое слово, каждый аят, над ним идет большие смыслы. Дай Аллах нам понимать Коран, как положено, и следовать за истиной. И любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب